Друзья, всем привет! Ну вот и перевалили в ноябрь. Небольшие заморозки. Ну, в целом так, не критично. В общем, погода, ребят, ни 2, ни 1,5. Вроде и морозов таких нету. Ну и еще и, так скажем, и не холод, и не тепло. Короче, и льда нету, ребят, и по жидкой уже, так знаете, уже прохладненько двигаться. Ну все же, погода что ни на есть, ребят, Налимья. Для Налима это самое то. И очередная рыбалка, ребята. Путь в дорогу. Остановился проверить увязки. Вот. Отхожу уже от своей деревни. И сейчас пойду, ребята, дальше. В общем, сегодня маршрут такой запланирован у меня. Знаете, хочу проверить пару точек. Вот. Обещал вам дальняк, конечно. Но разведка донесла, что в ручей я не проеду на своем мотовездеходе. Вот. Воды там по самые колеса. Соответственно, возможно, не пройду. Скорее всего, невозможно, а не пройду. Вот. Ну и сегодня так, думал, куда, что. Лодку, как уже вы видели, я поднял. Остается только пеший маршрут у меня. Навигацию я закрыл. Короче, ребят, есть там одно местечко. Хочу попробовать там постоять. Время 12 часов дня. Вот. Тормознул, так скажем, на перекрестке двух дорог. Вот, ребят, ну не знаю, давайте прокатимся, что попробуем постоять. Как обычно, палатка, ребята, печка, полный бак бензина, а здесь 7 литров. Так что погнали. Проскочим деревню, ну и там выскочим. Погляжу, как там, можно постоять, не можно. В общем, если не понравится, переедем. Световой день у нас скоро, так 4 часа осталось, ребят, надо спешить. Погнали. Замерз.
Так, ребят, ну что, я на месте? Ну как на месте? Примерно вот здесь я планировал. Только я не учел один момент, что с реки-то непонятно. Ух ты, что такое? Очень большой, ребята, склон. Обрыв. Смотрите, какой ров. Ну, я не знаю, камера, наверное, не передает. А к реке вообще метров 30, наверное. Место классное, да. Но спускаться это не вариант ночью. Надо что-то искать. Ух, какая сосна. Здоровая, ребят, смотрите. Из одной сосны 3 штуки прям. Классное место такое. Ух ты. Зайца, что ли, рвали? Парни говорят, уже зайцы беложопые уже бегают. А снега нету. Вот им сейчас палево. Так. Ладно, думаем. Еще одно место, ребят. Ну, смотрите. Ну, не знаю. 5-этажка, наверное. А какая поляна, ребята. Смотрите. Как бы бора. Ну, бор, не бор. Ну, поляна вообще огонь. Дорога, видно, идет. Какое-то старое костровище. Но ни одного бычка нету. Я аж охренел. Ровное место. Сюда, знаете, на пикник прям приехать. Прикольно. Так, ладно. Тут тропа идет, попробую посмотреть. Блин. Что-то мне насчет этого не подумал я. Прикольное место, ребят. Закидушки, конечно, в кустах придется кидать. Ну, подъем очень мощный, блин. Ходить только так, проверять. Да. Сейчас посмотрю, ребят. У меня 6 закидушек, в общем, как обычно. Смогу я разбросать здесь, не смогу. Такие дела.
Вы кто такие? Я вас не звал. Где хозяин? Где хозяин? Охотитесь, да? На охоте? Чё, как тебя зовут? Найда? Балкан? Тузик? Ты кто там у нас? Кем будешь? Давай, давай. Марш отсюда. Идите зайцев ищите. Я же не гончий, да? Я же не гончак. Ну да. Нету ничего у меня, давай. Давай, давай. Хлеб только могу дать. Так, ребят, ну чё? Короче, как-то вот так. Ну, спуск, подъем, короче, блин. Ладно, спуститься-то можно аккуратненько. Просто ходить, проверять будет тяжело. Подниматься. Собаки какие-то. Ну, недалеко село, получается, которое проезжал. Вот. Может, от села где-то тут. Может, охотники. Но я слышал выстрелы там. Две лаечки, одна старая, сука, кобелек. Тоже такой немолодой. Не стал ничего давать, потому что могут ну, подкормишь, и они тут и будут, лягут и будут сидеть ждать. Пускай ищут хозяев своих. Уже был такой момент. Вот. Как бы так. Ну, ничего не огрызаются, ничего. Короче, будет физкультура, ребят. Ну, ничего не поделать, ладно. Да, с воды-то смотришь, как бы, относительно. Вот на лодочке пристать было бы классно. Там и снизу, в принципе, лагерь можно разбить. Ну, блин, все спускать, потом все поднимать, такое себе. Ладно, полянку. Полянка классная, ровная. Снега здесь нету, потому что как типа как крыша такая. Блин, крутое место вообще. Вот. Такие дела. И грибами пахнет. А я что-то думаю, посмотрю, так мало ли какие-то ветки сушеные. Костер не буду делать. Чисто палатку, печка, как бы так. Ну что, подсобрать, думаю. А смотрю, сыроежки замерзшие. Вот и грибами пахнет. Так, аромат такой классный. Так что, что, ребят, мы, наверное, сначала, пойду я поставлю все. 6 закидушек. Там придется, конечно, ну, места есть, где можно воткнуться. Там люди сидели, ну, сидят, нет, рыбачат. Натоптано даже. Вот в этих прогалах и поставлю. Ну и будем потом ходить, что потихоньку. Так что давайте, ребят, за ноябрь, за ноябрьского налимчика. А вдруг, да? Никогда здесь, ребята, не был, не рыбачил. Вообще не понимаю, какая глубина. Ну, когда поднимаюсь наверх, это уже как бы вверх течения. Здесь частенько сидят. Ну, понятно, можно машиной доехать. Удочками, не удочками рыбачат. Вот, на той стороне пляж. С этой стороны как такая травянка. Ну, дно такое, не знаю, камень, не камень, песок, не песок. В общем, давайте. Короче, изначально поставим мы доночки. Полотенце есть. Бубенчики.
Так, ребят, ну что, первое здесь. Здесь натоптано, здесь вот смотрю, ну, прям сидят. Ну, выход с тропинки вот этот. Ну и вот так пойду. Прогалы там будут, короче. Я уже сходил, посмотрел примерно, ну, 6 штучек как раз я смогу поставить. Червячочки, ребята, драгоценные. Сейчас главное не заморозить. Банку придется поднимать постоянно в палатку. Ночью сегодня будет минус хороший, причем 4-5, ну на реке будет 6, наверное. А так проезжал. Смотрю, там старится уже, немножко такой тоненький лед появился. Прихватило сегодня ночью. Ну попробуем, что. Ну, пойдет? Пойдет. Все, порядок. 6 штучек разбросал, тут даже можно больше. Так, сначала непонятно было, а потом смотрю, там можно. Короче, здесь можно даже вот подвигаться осенью. И все глубже. Все в ту сторону, все глубже. Там крайняя вообще 3 метра, наверное, даже. Ручей там выходит. Видать, из-за этого моет. Приямок такой интересный. На нее прям буду рассчитывать. Не знаю, что-то звенит все. Мелочь какая-то, походу. Ладно, поднимаемся. Червь пока здесь. На базу делать. Пошел за дровами, ребят, смотрите. Веселка какое. Старая стоит тут. Там лодка уже старая, тоже рассыпанная. И здесь вон весло. Раньше вот, да до сих пор, в принципе, у нас в деревнях рубят из доски. И видно, что красили его, чтобы не гнило. Видите, краска зеленый. Но уже, походу, давно никто его не трогал. Стоит здесь. Вот так вот. Ладно. Пойдем что-нибудь пильнем, ребят. На палатку. Фига. Как клумба. Смотрите. Интересно так. Прикольно, когда в новых местах где-то лазишь, смотришь что-то. Что-то находишь интересное.
Так, ребят, решил сразу хату поставить. А то что-то какие-то тучи идут. Вроде не обещалось, но с завтрашнего дня снег будет. Возможно, ночью проснемся, будет зима. Короче, чтоб не думалось, поставлю я хату. Костер сегодня не планировал, как и говорил. Да и не к чему. Покайфовал уже возле костра, хватит. Теперь в палатке. Ноябрь месяц все-таки. А сейчас все это быстренько, ребятки, у меня. Чик-чик. Все готово. Блин, поляна классная вообще. На пикник сюда, ребят, приезжать. Место красивое, такое своеобразное поле. Вот. Ровное. Тут шатры стоят, тут что. И давно, кстати, тут никого не было. Костровище вот тут есть старая, но она уже почему-то ну, никто там ничего не сжег. Что там такое? А, закрутил барашки. Сейчас сделаем все. Вот. Будем кайфовать. Ходить, да, придется. Побегаем. Ничего, спорт не помешал. По моей морде видно, да, ребятки? Тоже многие пишут там за вес, ребят. Мне с этим весом комфортно. Можно, конечно, скинуть, базара ноль. Там десяточку. Полегче будет. Ну, как бы нормально. Я не говорю, что тяжело мне, но подкинуть можно. А так, организм, ребят, не обманешь. Сильно похудел в свое время. Набрал, получается, свое и червонец сверху. Такие дела.
Ну вот, теперь порядок. Сейчас потемнеет, ребят, надо сходить перекинуть. Там еще на одной надо у меня монтаж, там что-то запутанное было. Поменять там надо мне, перевязать там поводочек, сделать красиво все. Пик закинул, и стемнеет уже. Вот. Ну все, дровишек поколол поменьше. Тут непонятно, то ли этот, пихта что ли. Ну сухая, нормально, хватит вот так. Много не надо дров, тут печка в принципе экономит. Две такие чурки на ночь хватает на глаза. Блин, поляна классная, ребят. Нравится, ровненько так. И самое, что вот, знаете, приезжаешь, обычно вот, ну, такие поляны, да, когда вот есть подъезд там какой-то, ну, все красиво, да, вот можно палатку ставить, вот летом кайфовать. Ну, обычно где-то бутылки там, а тут прям вообще круто. Чисто-чисто так прям, бычка даже нету. Вот это мне нравится. Ладно. Все это красиво, посмотрим, будет тут налим или нет. Ребят, первый раз здесь и вообще ничего не могу сказать. Но пока все мне нравится, как я забросил. Так что погнали. Так, грузил не забыть. Опа. Кто-то клювал, ребят. Червей нету. Ну, я говорю, когда я ставил, что-то звенело. Скорее всего, ельцы. Крючки у меня большие. Под ельца-то не пойдет. Ну, вон. Съедено все. Кто-то клюет. Сейчас темняет, в принципе, все успокоится. Смотрите, ребята, у кого-то удочки стоят спрятанные. Все, леска, вон крючки, поплавки на полудонку зимовать будут. Ну, наверное, что,
Дедок приезжает, садится, чтобы не таскать. Вон дуба шумана, ребята. Видите? А вы говорите наутилус, наутилус. Вот он наутилус. Их сколько здесь стоит? Бери, не хочу. Какой хочешь. Длины, тесты и так далее. Через одну поедено. Через одну прям вообще жестко поедено. Ну все. Ветер поднялся. Здесь за такой горой ветром и не пахнет. Наверное, что-то надует, но и обещала. Снег, наверное, будет. Ну все, ребят, что. Теперь режим кайфа. Балдеть будем, палатки. Печку топить. Кушать. Кайфовать. Ну и ходить будем каждый час. Каждые полтора часа. Бубенчики так. Если когда рядом буду ходить. А так на такой горе ты ничего не услышишь. Это и понятно. Так, ребятки, приготовим лоджии. Крышки сразу убрать. Так как я без раскладушки, я не стал брать. Ну, раскладушка тяжелая, блин, место занимает. Ну ладно уж, как-нибудь. Опять же, тоже здоровьем своим, как говорится, блин. Потому что думал, куда поеду, непонятно. Думал, поеду на дальняк, там ручей. Надо, чтобы телега была более-менее легкая. Раскладушка, вес, это вес. Короче, пенки, ребята. Пенки, бушлат, спальник. Как-то так. Я думаю, не замерзнем. Хотя будет минус 6, наверное. Пару пенок кинем. Так, да, надо надувной брать. Хотя от надувного еще холоднее, мне кажется. Если от земли будет брать воздух холодный. Надувной, наверное, и вот такой. Тогда да. Короче, по-спартански, ребятки. Как мы любим. Ну и печку сейчас запалю. Все равно земля. Снег сырой здесь был, лежал. Надо, чтобы чуть-чуть тепло было. Ну, подсохло здесь все. О! Вот дверь еще открыта, конечно.
Ну все, ребят, 4 часа, все, темно. Ноябрь месяц, понятное дело. По прогнозу мороза, ребят, через неделю открытие первого льда, скорее всего. Вот. Этот, наверное, ну не крайний выезд, ребят. Ну, может быть, пред-пред. Как бы так. Может закрываться уже буду, не знаю. Посмотрим. Все по обстоятельствам, по делам, по планам. Вот. Так что скоро, ребята, зима. Точнее, она уже идет. Морозы хорошие идут там. Понятно, открываюсь я не у себя в районе. Чуть-чуть уезжаю севернее, но как-то так. Вот. Посмотрим, что, побалдеем. Как бы так, не напряжно. Походим. Нет, так нет, что. Как бы. Я как бы, ребят, не рвусь тут набить мешок рыбы, там, знаете. Ну, у нас ее физически-то не поймаешь, потому что все плохо с рыбалкой. Вот. Я еду вообще за атмосферой. Душа. Не знаю, кто не стоял по налиму и так не жил там где-то на берегу в палатке. Ночи очень длинные. Костерок, печки, вот это, знаете, это свой движ, кайф. Атмосфера такая. И поймал я одного-двух. Мне достаточно, ребята. У нас жареха, сковородочка есть свеженького. Я не замораживаю рыбу, там, не пакую ее, там, знаете. Как многие думают, что там полная морозилка рыбы. Нет. Привез свеженькую, поели, все. Так, понятно, что есть там рыбка какая-то интересная, какая-то филешка там, да, на праздник, ну, кто-то в гости там приедет. А так, поймал, вот съел, как бы, ну, относительно того, и 2-3 налимчика вот этих небольших, то мне достаточно вот так. Как бы я считаю, что рыбалка прошла, здесь больше получил кайфа, знаете, такого своеобразного. Да, кайф в этом есть. И кто там пишет, там и смеются над этим, да смейтесь, ребята. Вы просто идете в магазин, покупаете по тасу 2 рыбки, а я кайфанул и домой привез также 2 рыбки. И мне этого достаточно. Мы свеженького поели. И больше-то и не надо. На охоту ты идешь, ну 2-3 утки ты добыл, как бы тебе мало или тебе много. Вот тоже вот не могу понять. Все вот хотят, даже местные, тут у меня ребята многие говорят, вот там неинтересно смотреть, у тебя рыбы нету. Ну, как минимум, я прожигаю одни здесь, а ты на диване, как бы, и ты вообще, так скажем, без рыбы, правильно? Без этого одного налимчика, а я с ним. Что хотите там, как говорится, то и голосите. Здесь своя движуха, атмосфера. Это покупалось, это для выходов, для таких целей. Она не простая вот в гаражах, а используется, ездится, ловится чуть по чуть, и все. Охотник пошел, вот сегодня 1 рябчик, 2 рябчика. Охотник прошел, за сезон добыл 12 штук, как вот бабушка у меня записывала, когда сыновья ходили, вот сколько-то, столько-то. Здесь такая же ситуация. Это не промысел и не такие места, чтобы здесь набить рыбу. Как бы, ну и было бы глупо, да, если ты сейчас мешок тут наворотил вот этого налима, и через какое-то время, там, неделя, да, ты погнал опять за этим мешком. Что это? Вот здесь надо немножко понимать, а не там. Так что как-то так, ребята. Даже если ты ничего не поймал, но с кайфом провел время, я не отмучился, я не шел сюда километры пешком, не тащил груз там на горбу. Вот, не сидел под елкой, как это было раньше. Вот. Ребята, я здесь кайфую, я высыпаюсь, я не знаю. Но я на природе. Вот это, ребят, нужно понимать. А все остальное это мелочь. Тут задачи нету в этом. Мы не нуждаемся в этом пропитании, да, прям что вот мы там голодаем. Раньше, да, семьи кормили базара ноль. Ну сейчас что, я сейчас приехал, у меня какая-то колбаска лежит, да, там заправлена техника. Все равно выезды, они все равно тратят денег, как ни крути. Все равно что-то покупаешь. Те же сигареты, я так образно говорю. Снасти, что-то еще. Ну это, блин, это же кайф. В этом кайф. А не в том, то, что там, да, когда получается, когда у тебя успех какой-то, да, там звоночки, там, ну,
ты там ловишь там побольше, да, ну, есть возможность угостить друзей, там, как я правил, ну, мы обычно это делаем. Блин, такой режим, и для кого-то он смешной. Ну да. Плюс контент, ребят, для вас, как-никак, правильно, свежее видео. Вы же тоже постоянно хотите свеженький ролик какой-нибудь посмотреть. Но если вот так не выкладывать с 2-3 налинчиками, тогда можно вообще тупо ничего не снимать. Вот. У меня нет возможности куда-то ездить, посещать какие-то крутые места, там, где куча рыбы. Костя, вот, Костян, будешь смотреть, тебе привет с Туруханска. Вот он зовет: Андрюх, приезжай. Приезжай в гости, половишь этого налима. Ну, блин, ребят, по финансу как вот не вывести? 3 перелета получается. Нужно сделать, чтобы добраться до Костяна. Так что, такие дела. Ладно. Перекус, ребят, давайте похаваем что-нибудь. Что-то кишка. Сегодня один блинчик съел. А, утром кашу ел, базара ноль. Но все равно кишка что-то тянет. Время-то уже, так скажем, к ужину. Мы еще не ели. Так. Сучки эти. Кстати, крайняя рыбалка возле костра, помните, ребята? Я даже в этом ролике сказал аккуратно. Ну вот, пожалуйста. Сапог не вывез. Сапоги на сезон, блин, не хватает, ё-моё. Да, это так дешево взял, чтоб не в резине как бы. Этот вроде более-менее. Да, этот возле костра пострадал. Но ничего, вроде не натирает ногу, нормально. Так, сюда ходи. Что мы перекусим? Так, у нас тут есть хлебушек. Есть такой паштет, ребята, королевский. Идеально для перекуса. Ну, совершенно верно. Брускет из мяса. Сейчас мы это и попробуем. Так, у меня тут сосиски, сыр. Сумка, конечно, моя уже все, надо ее выбрасывать. Уже, ребята, не вывозит. А все, что-то жалко выкинуть. Сколько я с ней уже не знаю. Да, попробуем. Прикольная тема. Щегом вообще пойдет.
Так, ребят, ну чё, полнолуние, блин, оказывается, ё-моё. 5:30, 1,5 часа прошло, ну, с момента, как в палатке. Перезабросить надо. Так и будем двигаться. По-другому никак. Ветер верховой. Какой-то непонятный. Не люблю такой ветер. Что-то зараза, наверное, натянет. Так, что вы тут, бродяги, пока не мерзнете? Вроде пока нет. Ладно, сейчас крайне начнем. Что? Ничего не звенит вроде. Пока тихо. Проверять надо, смотреть. Все хорошо, все хорошо. Все отлично здесь пока. Так, ребята, у меня здесь крайняя. Вот. Вот огромный ручей. Сейчас, правда, сухой. Вот, и здесь глубина такая пойдет. В общем, если что, ребят, запомните ее вставки вот на нее прям. Такие дела. Короче, на нее буду надеяться. Как-то так. Вот так вот. Нормально, ребят, валяюсь. Надо спуститься на проверочку. Так-то бы разобраться. Ветерок такой же гуляет. 1000 вопросов, ребят, за осень. За фонарик на налобный. Что за фонарик, Андрюха? Все, ребята, тот же старый добрый Арматек. Вот. Это у меня уже раз, два, три. В общем, ну, третий фонарик. Вот, это моделька Wizard C2 Pro Max. Вот, у меня до этого были Wizard C2 Pro. Вот, это, конечно, намного мощнее, намного сильнее, потому что собрал батареечка здесь побольше. Вот, а так я начинал Wizard C2 Pro. Вот, один я утопил. Потом у меня не потерялся, да? А один я утопил, один у меня, то ли я на избе вот так повешенный оставил, не помню. Потом у меня появился вот этот, взял уже помощнее.
А нет, вот старый у меня был, оставался вот C2 Pro. Вот, и как бы, ну, нужно два все равно. Бывает, что за рыбалку подсаживаются, ну, хотя фонарики крепкие, ребят, но ради съемок свечу на турборежиме, потому что, чтобы, ну, хотя бы что-то видно было. Вот. Ну и на запас, как бы, осень длинная, точнее, ночь длинная, и как бы стараюсь, чтобы свет был хороший, хотя тоже пишут, что, блин, свет хрень. Надо что-то думать в плане еще какого-то фонаря сбоку ставить. Вот. Сейчас летом ездил с Юрком. Юрец, будешь смотреть, тебе привет огромный. Вот. Фонаря у него не оказалось. В общем, я, как обычно, этот на лоб, и тот у меня как сопровождающий. Дал ему Юрцу. Я не знаю, куда он и дел. Короче, ночью где-то дрова пилили, и как-то он у него выпал, и найти мы не смогли. Ребят, заказал я и вернулся. Вернулся мне Visa C2 Pro. Вот, хочу распаковать, распаковочку сделать, показать вам. Вот, фонари, реально огонь. Это не реклама, ребят, я просто ими пользуюсь уже давно. Вот, вернулся, нашел я, потому что с России что-то поуходили. Вот так он выглядит. Давайте распакуем вместе. Покажу вообще, что почем. Хоккей с мячом, как говорится. Распаковка, ребята. Вот такая коробочка приходит. Visa C2 Pro. Как я говорил, с чего я начинал. 250 люмен. А производитель указывает 131 метр. Светит. И бу-бу-бу-бу-бух. Ну, короче, тут 3 режима. Куча приспособлений, как можно закрепить фонарь. Вот. Приходит вот такая книжечка, международная гарантия. Гарантия, ребята, 10 лет, чтобы вы понимали. Вот. Ну, все печати, все как полагается. Вот. Такая коробочка. Вернулся. Ну, не вернулся, а появился у меня, потому что надо, ребят. Сейчас сезон зимний. Фонарики нужны и так далее. Такая коробочка. Так, ну, опять же, вот такая же международная гарантия. Дополнительная, получается, положили. Вот, что мы имеем. Здесь мы имеем, ребята, резинки. Это именно под батарейку. Вот здесь, когда мы закручиваем, так как этим фонариком можно светить под водой. Да, его можно использовать на подводную охоту, вообще не вопрос. Вот здесь резинка идет, когда ты закручиваешь. Вот, идут резинки. И здесь идет еще вот такая клипса. Вот. Эту клипсу можно будет одеть, ну, знаете, как типа как галстук. То бишь он крепится вот так. А на этот-то не пойдет. Тут же поменьше фонарик. Да. Сам фонарь. Видите, он как отличается, ребят, от собрата. Но видно даже, да, что поменьше. Вот, магнитная зарядка. Давайте вернемся к клипсе вот этой. Вот она вот так фиксируется. Раз. И его можно вот так одеть. То бишь куда-нибудь на куртку, что-то еще. Так, это пока мы убираем. Ну, допустим, не надо на лоб, а просто на карман зацепили и погнали. Вот. Само крепление получается. Крепление, ребят, я не буду просто распаковывать пока. Само крепление очень простое. Вот. Вот так снимается. Здесь такая дополнительная резинка, чтобы не потерять его. Вот так она одевается. Раз. И фонарь просто снимается. Давай. Чтоб, допустим, не слетел. Вот такая еще фиксация идет. Вот. В комплекте
Зарядка, ребята, зарядка здесь магнитная. Раз. И все. Тут идут датчики, ну, то бишь светодиодные. Красным заряжается, зеленым зарядился. Вот. Также здесь можно его куда-то закрепить, именно все алюминиевое. Ну, короче, к машине можно прилепить его, допустим, вот так, да. Хопа, и он будет стоять. Вот. Вот такое крепление идет, не знаю, на руль, на велосипед. Куда-то можно его. Тут двусторонний скотч идет. Ну, куда-то, короче, можно его зафиксировать. Не знаю, на то же ружье даже. Вообще не вопрос. Вот. Сам фонарь, ребята. Есть, получается, теплый свет. Как у этого у меня. Я люблю очень теплый цвет. Видите, он такой желтый. А есть, ну, типа лунный. Он такой более светлый. Получается, оригинальная батарейка. Здесь у нас на 3500 миллиампер. Здесь вроде на пятак. Так, нет, это 3500 мах, я понял, 18650. Вот, да. Сейчас мы его закрутим. Вот. Вот это как раз у меня, ребята, белолунный. Если это теплый, то это вот белолунный. Видите, кому как, не знаю, но мне вот такой более нравится. Так, наводное крепление. Вот так она выглядит. Можно, кстати, вот это убрать и просто как ремешок держать. Раз. И вот эта резиночка фиксируется. Все. Вот такой есть режим диодный, да. Можно подвесить, читать что-то такое. Кстати, когда он работает, он начинает мигать вот здесь. Второй режим. Третий режим. Четвертый режим. И ну еще есть турбо. Вот это турбо режим. На этом фонаре, ребята, их два. Но здесь, конечно, турбо режим очень мощный. Вот. Есть еще мигающий, понятное дело. Ну, фонари, ребята, класс, огонь. Просто класс. Лучше фонарей я еще как бы не видел, не использовал. Шикарные фонари на самом деле. Вот такие дела. Так что, ребят, новенький у меня появился. Про запас, как говорится. Ну, зарядочка вот так выглядит. Сейчас покажу вам, ребят. Вот пауэрбанк сейчас поставим. Вот горит зеленым. Раз. Сейчас надо приоткрутить немножко. Все, пошла зарядка. Все, когда зарядится, загорится зеленым. Надо фонарь заряжать сам по себе. Ну, в общем, такие дела. Ну, а здесь можно вот еще раз говорю, закрепить на руль и также зафиксировать его, не знаю, на куда-нибудь там, на снегоход, на велосипед, что-то типа такого. Так что сумочку сейчас положу, пускай будет второй фонарик у меня на запас. Ну вот еще документы, ребятки. Все документы. В общем, своих денег, ребята, он стоит реально, отвечаю. Такие дела.
крайняя, ребята. Возле ручья, которая я вам говорил. Вот это налим. Блин, я немножко промахнулся, походу. Свал туда идет. Переставлять нужно, по идее. Сейчас посмотрю, конечно, по берегу. Ну это да. Не налим, конечно, но здесь он где-то уже ходит. Сейчас пройдусь, посмотрю, если что, перекину парочку. Вот такой налим, ребята. Давай, браток. Вот ручей, ребят, видите? Вот закидушка. Было сразу понятно, какой-то свал, что здесь будет первый налим. Я вам так и сказал. Читается все, ребят, по воде уже, когда на опыте немножко понимаешь. Блин, а? Туда, что ли, нахуй махануть? Так. Кусты, конечно, жесткие. Сейчас пройдусь, посмотрю, может, пару перетащу. Да. Блин, там что ли свал? Свеженьких сейчас нацепим. Червь, кстати, ребят, Дендробена. Это не красный навозный червь, как многие, может, подумают. Это Дендробена, ребята. Крепкие, классные червячки. А? Пойдет. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте. От забот и огней я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Ветрище, ребята, труба. Лежу вот так, балдею, слушаю ветер.
скрипит. Вот почему надо утягиваться, ребят, палаткой обязательно. Обязательно. Неважно, стоите вы день или с ночевкой. Палатка все-таки это как купол, ребят, как парашют. И если подхватит ветер хороший, то удержать будет сложно, тем более одному. Блин, по кайфу так вообще. Небольшой снег шел. Сейчас вроде прекратился. Сезон, ребят, закончился. Есть понимание, что все. Как-то даже и грустно, но с другой стороны, новый сезон, зимний. А зиму мы тоже любим и уважаем. Как бы ни было, как все тут у нас тухленько не происходило, но это рыбалка, ребята. Даже спать немножко охота. Ну, надо что-то поесть, мне кажется. А если я поем, ребят, то я вырублюсь сразу. Вот почему бывает, что дожидаю или не кушаю, потому что на рыбалку по налиму, ребят, если ты классно в палатке себя чувствуешь, еще и поешь, то будет тебя вырубать однозначно. И, соответственно, бывает, что вот немножко даже терплю, но не ем из-за того, что... Ну как здесь, ребят, взять так, ну так, на бочок, вот так не лечь, не закайфовать. Вот так просто. Не знаю, варить, не варить что-то вообще, вот стоит, не стоит. Хрен знает, может просто перекусить что-нибудь. Да и все. За водой надо идти спускаться. Недонки надо проверить еще. Да. Такие дела.
Да. Погодка, конечно, радует. Друзья, всем доброе утро. Ну, кому доброе, кому не очень. Погода, ребята. Ну, я так и думал, что натянет что-то. Короче, снежок валит сырой такой. Ну, это не проблема, скажем. В такое время, ребята, частенько попадаешь. Бывало, что и сугробы выходил с палатки. Ну, сегодня целый день будет вот такая канитель. Сегодня, кстати, у нас праздник, 4 ноября. Всех с праздником. Остатки чая, роскоши. Вчера таки ничего не готовил. Что-то все на этих сосисками, да, паштетом перебился, короче. Ну, настроения что-то не было, ребят, сейчас готовить. С рыбалкой не заладилось, короче. Так, перекусил, думаю, да нафиг спать. Спал отлично, хорошо, тепло в палатке. Вообще бомба. 3 полежки кидаешь на шайку. 2 часа спишь спокойно вообще. Как раз затекает бок все равно на земле, да. Переворачиваешься и заодно надо подкинуть. Открываешь там угли как раз. Опять 2-3 бам. Но небольшие. Опять, короче, вот так и перекимарил. Так, потихоньку надо, ребят, начинать. Сидеть смысла тут не вижу. Вот последний раз в 2, наверное, я проверял. В 3-м уже перезабрасывал. Ничего у нас не было. Время уже 8 утра. Ну вот, 4 часа нормально отдохнул. Так, пью чай. Немножко тут убираюсь. Ну, не полностью, потому что надо будет еще греть руки. Печка пока нужна. Как домой поеду, хрен знает, ребят. Погода просто метель, блин. Снег выпал, скользко будет, блин. Ну, как-нибудь допрем. Ехать. Нормально так ехать. Вот так вот, ребят.
Ночевка просто, блин, я кайфую. Палатки сейчас для этого есть, конечно. Единственный минус этой палатки, ребят, это что она темная. А так, для моих походов прям классно. И вон тамбурок вот это тоже. Вот сейчас я понял вот применение. Я хорошо вчера занес все сумки, вот в тамбурок поставил, растянул как бы его и закрылся этим слоем. Вот. У меня только топор, а все сумки вот сейчас сухие, как бы. Вот тоже я считаю это классное решение. Не в палатке мешается, а в тамбур ненужные вещи там какие-то. У меня там что, котелки, да что. Рябчики пищали сейчас в такую погоду, как ни странно. Ну, пищали. Ладно. Сейчас тут марафет небольшой. Вот. И пойдем посмотрим, а вдруг налим присутствует, хотя навряд ли. Не, ребят, как пучки висят, так и висели. Нифига. Ну, место, мне кажется, неподходящее. Так-то погода, ребят, это самое, что ни на есть классная погода для налима. Вот это снег, холод. Это прям его погода. Пара у меня осталось. Вчера я одну переставил, так как вот ставки на эту ставил. Ну, нифига, короче. Ну все, ребят, собрался. Понятно, что все сырое будет, но как-то оно вот так. Под палаткой осталось следы осени и уже запорошило снежком.
Ну, может, еще и растает, ребят. Вот такой выезд, новое место. Вот. Я, конечно, не планировал сюда ехать, если честно, ребят, сказать. Я ездил вот туда далеко. Но не проехал, там ручей. В общем, и катался. И, короче, вот решил как-то вот здесь. Есть места, ребят, где есть налим, точно знаю, но туда не доехать. Ну и ладно. Скорее всего, закрытие, ребята. Впереди морозы обещают. В конце недели уже начинает морозить. Не знаю, может возле деревни, ребят, выскочу так постоять, знаете, вообще просто на лайте. Потому что есть черви еще. Там впереди плюсик какой-то будет. А может все, ребят, закрылись. Хорош. Тоже, как говорится, пора и меру знать. Уже не так уж все это комфортно. Ну, как-то оно так, ребят. Давайте на связи, ребят, будем. Всем удачи. Природа, ребят, нет плохой погоды. Все равно красота своя. Давайте, Дрюня, ребята, на связи. Всем пока.